Начиная вот отсюда, называется Чийлю-Холод. Движемся по нему вверх вдоль реки Сарыджон и добираемся вот сюда. На этой небольшой карте, нарисованной от руки, отмечены пастбища Джиргитальского аильного округа. Члены местного пастбищного комитета вместе обсуждают планы и уточняют детали. Напишите «Джапырык». Такие обсуждения очень важны. В начале года вместе с фермерами составляется план работы. Кто что должен сделать, за какой срок. Все это указано в вывешенном на стене графике. Вот здесь римскими цифрами отмечены месяцы, 12 месяцев. Здесь ответственные, а тут запланированные мероприятия. Что мы планируем сделать в этом году? К примеру, в марте проведение общего собрания с участием членов объединения пользователей пастбищ. Этот план работы они составили 5-6 месяцев назад. Участие в обсуждении самих пользователей пастбищ – это основное требование. План составляется в следующем порядке. Сейчас комитет и пользователи пастбищ определяют участки. Затем пастбищный комитет выезжает и уже на месте определяет основные задачи. Ведет осмотр. План утверждается лишь после того, как уточняются все детали и вносятся при необходимости изменения или же дополнения. Здесь пишется, какое село. Наш айл өкмөтү состоит из 3 сел – Джиргитал, Жалгыз-Терек, Карачи. Здесь какие мероприятия запланированы, на какую сумму. После того, как план уточняется, его выносим на обсуждение аильного кенеша. После уточнения плана начинается обсуждение бюджета запланированных работ. Но перед этим пастбищный комитет должен ознакомиться с состоянием местности, точнее изучить инфраструктуру. К примеру, просчитать, во сколько обойдутся фермеру затраты, которые он может понести на пути к этому пастбищу, изучить риски. Здесь нужна конкретика. К примеру, село Карачи Джиргитальского аильного округа. Ремонт дороги на реке Джайло. Написано 270 тысяч сомов. Это деньги доноров, плюс наш собственный вклад. Все это обсуждается на общем собрании по предложению самих пользователей пастбищ. Затем уточняется план распределения пастбищных угодий. Обсуждает, кто где остановится. На языке специалистов этот процесс называется порядковое распределение. Затем пастбищный комитет по составленному соглашению определяет размер оплаты за использование пастбищ с учетом общего поголовья выпасаемого скота. К примеру, вот сумма оплаты согласно условного поголовья скота по Джиргиталу на каждое поголовье. Здесь мы пишем, какая сумма, сколько денег нужно собрать в итоге. Это все расписано в проекте. Сколько денег осталось от прошлого года. Вот сколько. Сколько денег должно поступить от других. И какая прибыль ожидается в этом году. Пишем сумму. Но крестьяне не должны ограничиваться лишь внесением оплаты. Они имеют право, предварительно обговорив, в любое удобное для них время прийти в пастбищный комитет и узнать, как и на какие цели расходуются деньги. Ты утверждаешь, что если по 30 голов, то придется платить в пастбищный комитет. Вот за прошлый год ты сумел заставить их выплатить? Пастбищами пользуетесь вы. Они ведь не выходят со своих сел и не знают. Вы, а не они, пользователи пастбищ. Так ты объясни им, скажи, что не по 30, а по 25 нужно, как все. Пастбищный комитет проводит встречу с фермерами. Для Алмаза Амурова такие ситуации привычны. Эта семья отлично знает свои права по использованию пастбищ. Но есть один минус. Сегодня они не могут предъявить свой пастбищный билет. Носите с собой свои пастбищные билеты. Проверки могут быть. Губернатор сам может приехать. И в прошлом году вы говорили, что пастбищный билет оставили дома. Это же ваш документ, держите его при себе. Любому проверяющему вы можете показать его, что вы заплатили, чтобы лишний раз вам голову не морочили. Пастбищный билет здесь является основным документом, но не все крестьяне носят его с собой. Из-за этого возникают разные вопросы. Да и представителям пастбищных комитетов это создает лишние проблемы, ведь именно в нем содержится вся информация об оплате. Каждый по-всякому воспринимает нас. Кто-то возмущается, мол, откуда ты взялся? Говорят, почему они должны платить? Ты что, наш скот с рук будешь кормить, что ли? Спрашивают иногда. Когда обсуждается план и составляется бюджет, все говорят, что согласны. Однако 80% зарегистрированных пастбищепользователей до сих пор не сдают деньги, из-за чего деятельность пастбищных комитетов сталкивается с многими трудностями. Но, несмотря на это, пастбищные комитеты продолжают работу во благо фермеров. Нужно создать для них хорошие условия. К
примеру, осенью прошлого года смогли собрать деньги и восстановить дорогу на Джайло-Сары-Джон-Суу. Я с 88 года работаю шофером. Помогаю животноводам с переездом. Когда дорога совсем оказалась непригодной, было очень тяжело ездить. Вообще невозможно было передвигаться. С ближайшим поселком это Джайло соединяет единственная дорога, пригодная для езды. Здесь нет сотовой связи, поэтому вся надежда только на эту дорогу. Эта дорога еще с советских времен. Она почти исчезла. Лишь последние 2 года вновь начала восстанавливаться. Засыпали щебнем. Чабаны все прекрасно понимают, ведь они сами видят собственными глазами, какие изменения здесь происходят. Поднимаются по этой дороге, вновь спускаются. А те, кто не выходит из поселка, не понимают. Они говорят, да еле как, наверное, сделали дорогу. Ну а те, кто действительно пользуется ею, говорят спасибо. На ремонт этой дороги общей протяженностью в 600 метров ушло около 200 тысяч сомов. Некоторая часть денег профинансирована программой по поддержке села. Кроме этого, использованы 55 тысяч сомов, собранные самими пользователями пастбищ. Те, кто не мог отдать наличкой, участвовал в ремонтных работах, а кто-то помогал с обедом. В настоящее время этой дорогой пользуются около 20 чабанских семей, а также их гости. Именно в этот проект мы вовлекли местных жителей. Животноводы сами помогали, где что нужно было сделать. Сами контролировали. Джайло-Сары-Джон-Суу занимает около 700 гектаров земли. По словам специалистов, оно рассчитано на 500 голов скота. Председатель пастбищного комитета, согласно ранее составляемого плана работы, организует встречи, проводит собрания с животноводами. Рахат, здравствуй. Как дома, как дети. У нас вся та же беготня. Чабанам раздают необходимую литературу. В ней содержится вся информация о том, как правильно пользоваться пастбищами, как отстаивать свои права и как соблюдать правила. Наряду с соглашением есть еще один немаловажный документ. Это пастбищный билет. Его чабаны всегда должны держать при себе. Вообще между пастбищным комитетом и животноводом должна быть постоянная тесная связь. Поэтому мы проводим встречи с ними. Раздаем им вот такие книжки Департамента пастбищ. Чабаны читают их, передают друг другу. Вот уже 15 лет Рахат Абдрахманов занимается животноводством. Стада овец и табуны лошадей были и у его отцов. Всю местность знает как свои 5 пальцев. В качестве официального зарегистрированного пастбища-пользователя он своевременно платит взнос и всегда носит свой пастбищный билет. Однако о своих правах почти ничего не знает. Честно говоря, не знаю, о каких правах идет речь. Не интересовались, не спрашивали? Да, особо не интересовался. Тогда за что вы платите? Пастбищный комитет говорит, чтобы заплатили. Вот и платим. Таких чабанов, кому особо не интересны собственные права, десятки. Они думают, нужно заплатить налоги, получить билет, и на этом все. О том, что они вправе требовать от пастбищного комитета выполнения обещаний по улучшению инфраструктуры, знают не все. С утра отара выгоняется на пастбище. При этом фермер должен дать правильное направление, чтобы его овцы не перешли на чужую территорию и не оказались среди соседнего стада. Целыми днями стада пасутся на зеленых горных пастбищах в десятки километрах. У меня около 40-50 гектаров. Здесь пасется весь мой скот. Рядом с домом такой возможности нет. Однако летом при выпасе животноводы обязательно должны соблюдать те требования специалистов, которые были выработаны по результатам специального исследования. Например, перед тем, как выходить на пастбище, чабан вместе со специалистом должны разделить это место на несколько условных частей. Первые 10 дней скот выгоняет на одну из выделенных территорий, при этом срок не должен превышать 15 дней. Затем, когда там травы почти не останется, нужно перебираться на следующий участок. Нужно дать первому участку возможность передохнуть. На языке специалистов это называется ротация пастбищ. Делается это для последовательного использования загонов. На этом пастбище Денислам около месяца, собирается пробыть здесь еще около 2. За это время, конечно же, от нынешней зелени мало что останется. За 3 месяца трава заметно редеет. А что поделаешь? Туда немного выше подняться не можем, дорога плохая. Хорошо было бы, если бы дорога была. Там как раз сейчас трава поспела. После 15 числа обычно там хорошая трава. Хорошо было бы туда пройти. Выгнав скот на выпас, хозяин дома приступает к другим делам. Что-то нужно отремонтировать в конском снаряжении. Разговор опять заходит о пастбищах.
Денислам с самого начала активно поддерживает работу пастбищных комитетов. Весной составляем план. Собираемся чабаны и определяем, кто где будет находиться летом. Конечно, участвует представитель пастбищного комитета. Какой чабан где должен остановиться. Там и находимся все лето. Денислам уверен, у пастбищных комитетов есть будущее. Вот если бы все чабаны вовремя платили всю сумму за использование пастбища, дела пошли бы еще лучше для обеих сторон. Действительно, бывает, иногда не получается вовремя сдать деньги. Налог небольшой, если посчитать, недорого выходит. За 1 год уходит примерно та же сумма, что стоимость одного барана. Продав одного барашка, могу сразу заплатить всю сумму за год. Если бы деньги поступали в полном объеме и вовремя, это помогло бы пастбищным комитетам пополнить бюджет, укрепиться. А то у них совсем не остается. Спрашиваем, почему так? Говорят, что платят налоги. Мне кажется, пока пастбищные комитеты не встанут на ноги, нужно подождать с налогами. Вот тут написано «График использования пастбищ». Ты все написал? Сколько месяцев будете находиться? Пастбищный комитет старается чаще объезжать фермеров, проводить среди них разъяснительную работу. На этот раз встреча проходит у одного из местных чабанов под открытым небом, на Джайлоу на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. В этом году мы разработали новую форму договора с пользователями пастбищ. Он состоит из 3 листов. Сейчас мы заполняем этот типовой договор. Это очередная встреча Алмаза Амурова с пастбищепользователями. В перерыве между заполнением типового документа обсуждаются злободневные вопросы и проблемы. Вот здесь, Куван, помнишь? Тебя не было на этом собрании. Я хочу еще раз показать вам. Указано, сколько человек, вместимость. Следующий вопрос на повестке дня – это внесение поправок в карту пастбищ с некоторыми уточнениями. Пастбищами нужно пользоваться правильно. На выпас скот должен выходить на строго определенные участки. Однако, несмотря на это, многие пастбища так и остаются неиспользованными. Здесь приводится список чабанов, у кого какое поголовье. Здесь вот написано 860 условное поголовье скота, а вместимость в Тарсу всего 759. Поэтому вот тут идет лишняя нагрузка. А здесь в Арчалусу, наоборот, пусто. Туда скот не идет. Нужно использовать такие участки. На собрании под открытым небом разговор зашел и об обязанностях сторон. К примеру, пастбищный комитет вправе после того, как поступят деньги, потребовать, чтобы выпасаемый скот обязательно должен пройти вакцинацию. Также он обязан показать чабану ту территорию, которая выделена для пастбища. Свои обязанности есть и у животноводов. Обязанности пастбищепользователей состоят из 5 пунктов. Там расписано все, в каких случаях налагаются штрафы, как их платить. Чабаны должны предоставлять точную информацию по количеству скота, правильно пользоваться пастбищем. После краткого обсуждения председатель пастбищного комитета и его помощник Денислам решили подняться к той местности, где запланировано строительство дороги. К пастбищу на уровне почти 3200 метров над уровнем моря можно подняться лишь по проектной дороге. В таких условиях тяжело приходится не только человеку, но и машине. Нужно немного охладить. Дальше плохая дорога. Там тяжелее будет. Если удастся собрать деньги и построить эту дорогу, легче будет продвигать и работу по правильному использованию пастбищ. Эта дорога спроектирована на те деньги, которые остались от прошлогодних, в 200 тысяч сомов. Вместо старой дороги хотим построить. Первоначальную полосу проложили при помощи арендованной техники. Но для строительства нормальной дороги в высокогорных условиях нужны более серьезные машины. Нам нужен бульдозер. Хорошо было бы, если бы 2-3 селам пастбищным комитетам выдали хорошую технику. За полчаса удалось подняться на пастбища Арчалы-Суу, Чонкиндик и Белсаз. Дать возможность местным животноводам попасть на высокогорные пастбища, где и травы побольше, и вода есть, для пастбищных комитетов – это мечта и план на ближайшую перспективу. Раньше, в союзные годы, на Джайло Арчалы-Су на выпас выходили по 20 тысяч голов овец. 15-16 чабанов жили здесь. А сейчас вот, ни одного не встретите. Ведь это все для нашего же блага. Это и мясо, и свежее молоко, сметана, изобилие на Дастархане. Это пастбище расположено в 50 километрах от поселка. Таких лугов здесь несколько. Для того, чтобы пользоваться ими, нужна четко скоординированная работа пастбищных комитетов и самих животноводов. Все образуется постепенно. Думаю, со временем мы потихоньку начнем переселять чабанов на эти пастбища. Я обычно выводил скот на Сарыджон, Гиндик, Арчалы-Су.
На Уларе тоже был. Потом мы это табуны паслись на Аксае. 80-летний Аксакал почти всю жизнь посвятил животноводству. Еще в молодости он освоил основные правила рационального использования пастбищ. Эти правила строго соблюдали и наши предки, говорил он. Все делалось с учетом сезонных изменений в природе. Поэтому и назывались Кюсто, Джасто. Осенью не сразу спускались вниз. Сначала у одного ущелья останавливались, затем у другого. У каждого племени были свои пастбища. И в советское время животноводы не оставались без внимания. Специальные сотрудники, их называли «ферма», приезжали к чабанам, смотрели, в каких условиях они живут, в чем нуждаются, как и где пасут скот. Башкарма давал задание. Говорил: «Эй, ты этим летом будешь пасти свой скот там-то, там-то, а ты вот там». Конечно, эти времена уже давно прошли. У всех свои заботы, каждый пасет скот там, где хочет. Каждый носится со своими заботами. А ведь почти у всех есть машины, тракторы. Можно же сообща решить все вопросы. В наше время всего этого ведь не было. Аксакал действительно переживает и старается помочь, чем может. Своими советами поделиться тем, что он знает. К примеру, рассказывает он, раньше в советское время в те места, куда невозможно было доехать на машине, использовались другие методы. В такие места можно спокойно добраться верхом на верблюде или валах. Скажут, например, нужно доехать куда-то. Добирались. Для определения вместимости внутренних пастбищ несколько квадратных метров земли огораживают специальной сеткой. Такой метод определения высоты травы используется впервые, поэтому в получении достоверных результатов заинтересованы и пастбищные комитеты. Эта рейка охватывает 1 квадратный метр. Для начала я устанавливаю ее в центре огражденного участка. Сначала узнают угол, к примеру, сейчас 60 градусов. Затем траву фотографируют сверху, определяют северную и восточную стороны. Потом смотрят на высоту травы, определяют ее как очень высокая, средней высоты и короткая. Все это фиксируется в дневнике. Затем определяют плотность травяного покрова. К примеру, здесь трава, дикий эспарсет, горный лук и другие травы растут. Каждую разновидность собирают по отдельности и кладут в отдельные пакеты. Эта работа началась нынешней весной. Пастбищные комитеты намерены по результатам этого исследования показать и доказать животноводам необходимость рационального использования пастбищ путем переселения из одного участка в другой с учетом его особенностей и предоставления возможности отдохнуть. Если все эти начинания найдут поддержку у сельчан, наверное, будет скоро и результат.